Здравствуйте. Вы смотрите программу «По существу», в студии Ольга Алексеева. С 8 июня ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Штрафы для компаний, предпринимателей и физлиц выросли в некоторых случаях аж в 10 раз. С чем связаны изменения в законе и какая ситуация с пожарами в регионе, расскажет Федор Фомин, заместитель главного государственного инспектора Чувашской республики по пожарному надзору. Федор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, какая ситуация с пожарами в Чувашской республике, сколько случаев с начала года. На сегодняшний день на территории Чувашской республики у нас зарегистрировано 626 пожаров. Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года. Но вместе с тем на пожарах у нас погибло 32 человека. Еще 42 человека травмированы. А ситуация с бытовыми пожарами какая? Где чаще и сколько случаев в сравнении с прошлым годом? По какой причине? Порядка 50% от общего числа количества пожаров – это бытовые пожары, которые происходят в жилом секторе. Таковых у нас 302 пожара. Если брать по конкретным объектам, частные жилые дома – это 107 пожаров, на квартирных домах 78 пожаров, 71 пожар зарегистрирован в банях, надворные постройки – это 30 пожаров, еще 16 пожаров – это дачные дома и постройки. Если взять причины пожаров, то мы выделяем три основные причины. Основная из них, характерного для именно весенне-летнего периода, это неосторожное обращение с огнем, 45% от общего количества пожаров или 280 случаев. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 24%, это 138 пожаров. И от печей зарегистрировано у нас 13% пожара или 104 случая. С 15 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разжигать костры, сжигать мусор в лесу и на территориях, прилегающих к лесу. Сколько нарушений выявлено в этом году, если выявлено? Мы выявляем как тех, кто не содержит территорию надлежащего, так и тех, кто неправильно использует открытый огонь, разжигает костры, сжигает мусор, палит сухую траву. Всего с начала пожароопасного периода нами привлечено к административной ответственности 88 граждан Чувашской республики. Кроме этого, привлечено еще 26 должностных лиц, которые в силу своих обязанностей должны были соблюдать эти требования, но в силу каких-то причин, наоборот, стали нарушителями. И кроме этого, привлечено одно юридическое лицо. С 8 июня ужесточили ответственность за нарушение пожарной безопасности. С чем это связано, скажите? И какие штрафы тем, кто нарушит закон? Да, действительно, мера также она необходимая, она продиктована нынешними реалиями, поскольку те штрафы, которые действовали ранее, они не имели должного эффекта, и нарушителям порой было заплатить там 1000-2 штрафа и не выполнять никакие требования пожарной безопасности. Поэтому нарушения оставались, угроза жизни и здоровья людей оставалась, и поэтому на законодательном уровне было принято решение увеличить сумму штрафов. Естественно, с инициативы выходила это МЧС России. Внесли изменения в две статьи. Это статья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». Она касается зданий, сооружений и территорий. И статья 8.32 – это нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Мы все знаем, что у нас ежегодно с наступлением пожароопасного периода горит Дальний Восток, Забайкалье, многие другие регионы, уничтожаются тысячи гектаров леса. И эта борьба, она несет за собой колоссальные убытки государства. Для того, чтобы все это дело пресечь, увеличены штрафы. Надеемся, что это увеличение, оно будет способствовать и понудит граждан, должностных лиц, юридических лиц быть осторожнее к природе, к имуществу граждан, к собственности в целом. Если остановиться на конкретных цифрах, это нарушение в условиях особого противопожарного режима, там штрафы они выше. В настоящее время, с 8 июня, на граждан это от 10 до 20 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, это от 60 до 80 тысяч рублей. На юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Существенное увеличение, да. Что касается нарушения требований пожарной безопасности в лесах. Здесь тоже увеличены. Здесь на граждан от 15 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. И на юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей. Какая ведется работа по профилактике? Ведь легче огонь предупредить, чем потом последствия уже ликвидировать. В первую очередь, естественно, мы профилактируем жилой сектор, потому что наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. И стараемся отдать предпочтение определенной категории граждан. Это многодетные малоимущие семьи, это одинокие престарелые граждане,
это люди, ведущие аморальный, асоциальный образ жизни. Потому что именно в этих семьях, ввиду финансового положения, ввиду их образа жизни, велика вероятность возникновения пожара. И они нередко становятся не только причиной уничтожения своего имущества, но также и пожар уничтожает имущество соседей, других граждан или там имущество. Проводится работа в образовательных организациях. Эта работа, она в течение всего учебного процесса. Начиная с 1 сентября мы проводим соответствующие занятия, тренировки по эвакуации. Следующий этап – это подготовка к Новому году. Опять мы работаем с детьми. Ну и сейчас, в преддверии летних каникул, мы также работаем с детьми, потому что мы понимаем, что да, та категория детей, которая у нас будет охвачена организованным летним отдыхом, они будут под присмотром. И там мы тоже работаем. Но часть детишек у нас, естественно, поедут к бабушкам, дедушкам в сельскую местность, и они там, конечно, по большому счету будут предоставлены сами себе. Поэтому мы здесь тоже и проводим до каникул эту работу, ну и, соответственно, на местах с гражданами, с родителями, с бабушками, дедушками также нацелим на вот эту работу с детьми. Ну, продолжая разговор о детях, стартовала детская оздоровительная кампания. Какие там мероприятия проводят сотрудники МЧС России? Помимо контрольных и профилактических мероприятий, нами проводится направленная работа с детьми. До заезда в каждую смену мы проводим соответствующие инструктажи с персоналом, с вожатыми, с теми лицами, которые задействованы в обеспечении детского отдыха. Ну и в каждой смене с детьми обязательно проводим тематические дни, проведение викторин, конкурсов, мы привозим подарки. Если позволяет погода, приезжает пожарная машина, техника, значит, мы подаем там пену, водичку, детям это очень нравится. И это очень позитивно складывается. Ребята загораются вот этим делом, интересуются, они познают что-то новое, отвечают на различные загадки и, получая призы, они счастливы и довольны. Вот эта работа. Тем самым запоминают, собственно говоря, как себя нужно вести в случае возникновения. Да, получают элементарные навыки поведения в экстремальных ситуациях. В настоящее время республика поддерживает хозяйствующие субъекты в новых экономических условиях. Что в этом направлении делается с вашей стороны? Действуют у нас ограничения, которые ввиду особых экономических условий, которые находится наша страна в нынешнее время, 336-е постановление запретило проверять практически все хозяйственные субъекты. Остались у нас 32 проверки. Это объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, на которых осуществляет деятельность именно детские лагеря, это детские дошкольные учреждения, это школы и дома ветеранов, родильные, перинатальные центры. Вот только эта категория, к ним повышенное внимание, поскольку это круглосуточное пребывание маломобильных групп населения, и к ним повышенное. Но, тем не менее, нельзя сказать, что мы оставляем без внимания тот массив объектов, который за нами закреплен. Ежедневно проводится профилактическая работа на объектах. Мы проводим и выездные обследования, и проводим инструктажи, тренировки по эвакуации. То есть стараемся максимально обезопасить пребывание граждан на объектах с массовым пребыванием людей, обезопасить имущество хозяйственных субъектов. Ну и всегда открыты консультации и по всем вопросам оказываем всю необходимую методическую помощь. 18 июля ваш профессиональный праздник, день создания государственного пожарного надзора. Что вы можете пожелать вашим коллегам? Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора является подписание 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров положения об органах государственного пожарного надзора РСФСР. Это отправная точка в истории пожарного надзора, которое дало дальнейшее развитие в целом всей противопожарной службы страны. В преддверии Дня государственного пожарного надзора хочется поздравить наших ветеранов, пожелать им доброго здоровья, благополучия. Нашим сотрудникам пожелаю также успехов в работе, понимания со стороны населения наших действий, стремления к успеху, и поменьше пожаров. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, вы смотрели программу «По существу». В нашей студии был Федор Петрович Фомин, заместитель главного государственного инспектора Чувашской республики по пожарному надзору. До свидания. До свидания.